В текущем году Министерством по физической культуре и спорту Ингушетии проведено 170 спортивно-массовых мероприятий всероссийского, регионального и республиканского уровней, из которых 136 выездных мероприятий и 34 республиканские. Об этом главе республики в рамках рабочей встречи доложил руководитель ведомства Али Дашхаклоев. Участие в соревнованиях приняли более 4000 спортсменов. Наиболее значимые мероприятия, проведенные в республике в текущем году, это чемпионат Северокавказского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин, чемпионаты и первенства Ингушетии по кикбоксингу, первенство республики по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, всероссийский турнир по дзюдо памяти Магомеда Парчиева. Уступая на соревнованиях СКФО, спортсмены республики завоевали 33 золотых, 29 серебряных и 63 бронзовые медали, а на соревнованиях всероссийского и международного масштаба 28 золотых, 25 серебряных и 39 бронзовых медалей. По итогам 2022 года общее количество детей, занимающихся физической культурой и спортом в республике, составило более 20 тысяч человек. В этом году, да, текущем, 33 медали золотых, да? 29 серебряных, 63 международных, учитывая 28. Да. Но внутри страны очень много инициированных мероприятий, так как есть определенный запрет выездных мероприятий. Да. Очень много, и нам обязательно участие, мы должны там принимать. Нет, иначе... вы понимаете, это очень хорошо, да. наоборот. Мы привлекли людей, которые отвечают за каждый базовый вид спорта, олимпийскую дисциплину. У нас их 4 базовых вида спорта. И они дополнительно от себя, то есть по моей просьбе, перечисляют именно этим федерациям на развитие целого спорта, то есть на какие-то турниры, сборы, которые мы не можем за счет госбюджета их финансировать, так как у нас он небольшой. Надо привлекать, значит, спонсоров, инвесторов, чтобы те или иные вопросы решали. Как строительство уже идет? 40% готовности объекта. Ну, по плану идет? По плану, все по плану. Мы в декабре в Барсуках уже тоже начали работу, то есть подготовительный котлован вырыли. Значит, там заказчиком у нас во всех министерствах является Минстрой, но поглядывать, смотреть, все эти вещи, значит, надо следить за этим. Если какие-то есть вопросы, чтобы я был в курсе этой ситуации. Специально создали комиссию внутри министерства, именно 2 недели раз выезжаем, то есть люди, которые компетентны в строительстве. И, то есть те недочеты. Но вы там не выясняете, вы просто излагаете в форме докладной на вице-премьера Фатахова. Да. Вот. То есть мы направляем Минстрой, то есть все наши пожелания, корректировки, которые мы делаем. Особенно при окончании, предварительно уже, когда знаете, что завершение строительства будет, вот, где там раздевалка, где там фельдшер должен сидеть, где там тренера должны быть, если они приходят. То есть надо все. И, естественно, спортивное оборудование, чтобы оно было качественное и было на месте. Не так вот поставили, а потом его там перевезли. Конечно.